Наш эфир продолжает программа «Актуальное интервью». В следующем месяце в России пройдет один из важнейших турниров – предолимпийский чемпионат России. О том, что готовы показать якутские спортсмены, есть ли шанс попасть в сборную и достаточная ли тренировочная база создана у нас в регионе. Взглядом со стороны поделится олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и тренер-консультант сборной Якутии по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов. Хаджимурат, здравствуйте, я приветствую вас. Здравствуйте. Насколько я знаю, вы прилетели в Якутск неделю назад. Расскажите о своих первых впечатлениях от работы в тренерском штабе нашей сборной. Ну, во-первых, добрый день, приветствую всех. Хочу поделиться впечатлениями своими вообще о Якутии. Я не первый год сюда приезжаю, с 2002 года, можно сказать, я и на турниры, и на мероприятия приезжаю сюда, поэтому Якутия для меня родной город, гостеприимный город. Здесь чувствую себя, можно сказать, комфортно, и создается такое впечатление, что здесь всегда рады видеть гостей, тем более гостей и из такой семьи борцовской. Здесь борьбу любят, поэтому чувствуете, что здесь и друзья, и близкие, поэтому впечатления только теплые. Что касается тренерской работы, я как бы люблю это дело, я всю жизнь в спорте, есть опыт, и также в тренерской деятельности. 2 года я проработал в сборной Казахстане, поэтому есть опыт и как бы в тренерской, да, там, работе. И вот на сегодняшний день меня пригласили в Якутию, в сборную команду по инициативе Айсена Сергеевича, там, Виктора Лебедева. Поэтому мы надеемся и рассчитываем, что вот свой опыт я передам молодым ребятам, которые, в принципе, готовы и упорно тренируются, хотят показать результат. И вот своим опытом я, конечно, буду делиться. Есть, конечно, школа хорошая в Якутии, все мы знаем, есть результаты очень хорошие, как бы планка завышена, поэтому на сегодняшний день стоят такие задачи и цели, чтобы в ближайшие, там, может, несколько лет. Почему я говорю несколько лет? Потому что борьба – это очень тяжелый, сложный вид спорта, мужской вид спорта, поэтому там нужно упорно тренироваться. А на сегодняшний день есть потенциал, есть молодая команда, но, естественно, с ними нужно работать. Есть тренерский штаб, личные тренера, и вот совместно мы будем работать, чтобы поднять уровень и класс якутской борьбы. Очень приятно было слышать теплые слова про наш город и нашу республику. Тренер-консультант, все-таки это не тренер. Расскажите, пожалуйста, какие задачи вы будете выполнять в этом амплуа? Задачи и цели, в принципе, они у нас у всех общие. Нам нужен результат. Для того, чтобы был результат, хороший результат, а это золото. Естественно, мы с тренерским штабом совместно, есть проблемы, есть какие-то задачи, которые нужно решать. У нас как бы комплексный подход к этому делу. Мы задействовали абсолютно специалистов во всех областях. Это и фармакология, и физподготовка, это психологическая работа, потому что вот очень многие ребята, как бы имея потенциал, имея, в принципе, все для того, чтобы показать результат, что-то не хватает, где-то там упускают, там в конце схватки какие-то там доли секунды упускают. И мы считаем, что это просто психологическая работа, это возможно исправить, корректировать, и надеемся, что вот эта комплексная работа даст нам очень хороший результат. Поэтому вот это, что касается тренерской работы со стороны руководства и президента федерации, первого зама, в принципе, есть понимание, есть
создаются все условия, которые нужны для спортсменов. Есть и питание, и базы, и сборы, и финансирование там на выезды какие-то. Это сейчас буквально вчера совещание прошло, где эти все вопросы бы обсудились. Поэтому наша задача собрать максимально весь ресурс, который у нас есть, вместе, и вот уже оттуда отталкиваться, вести команду поэтапно. Первый чемпионат у нас сейчас будет в Улан-Удэ, это отбор на чемпионат России. Наша задача максимально попасть, чтобы больше спортсменов попал на чемпионат России. Ну, естественно, уже это чемпионат России будет в марте месяца, это уже отбор на Олимпийские игры. Мы, конечно, планируем на чемпионате России тоже минимум 3-4 медали, чтобы у нас было. Естественно, так как я только пришел, реально оценить состояние и уровень команды я только смогу оценить в Улан-Удэ на отборочном чемпионате. И, естественно, уже на чемпионате России посмотрю, насколько мы конкурентоспособны, насколько мы отстали, что нам нужно для того, чтобы догнать и занять какие-то лидирующие позиции, скорее всего, пока в маленьких весах. Естественно, мы будем планировать, да, там, и на этот чемпионат России в маленьких весах у нас есть шанс. Там сейчас лидер Угуев, который действующий чемпион мира. И, в принципе, если посмотреть, да, там, вот эти схватки, что я видел на сборах, они на равных борются, но это тренировочные схватки. Вот единственное, где они чуть сковываются, и вот эта неуверенность, это уже ближе к финалу, за выход в финал чемпионатов крупных международных турниров и чемпионатов России. Вот там они чуть психологически уступают, вот это я заметил. Но над этим мы сейчас будем работать, и надеюсь, что в ближайшее время ребята почувствуют вот эту уверенность, что они могут, а они на самом деле могут, потенциал есть, потому что вот я вижу, на тренировочных схватках они на равных борются, но если ты на тренировочных схватках можешь бороться на равных, почему и там нельзя бороться? Поэтому вот эта уверенность им нужна. Я думаю, вот совместно с тренерами и психологами мы будем работать над этим. Я больше чем уверен, что ваш колоссальный опыт пойдет на пользу нашим борцам. Безусловно, многие знают вас как спортсмена, который выиграл очень много серьезных и международных чемпионатов, завоевал очень много высших наград. Но наверняка есть и те, кто не знает, что вы еще и тренер. Расскажите, пожалуйста, как вы начали заниматься тренерством, какие команды тренировали, в общем, о тренерской работе. Я бы сказал, что чуть-чуть отличается вообще и тренерская деятельность с деятельностью спортсмена. Чуть-чуть и мышление, и видение другое. Поэтому, когда я стал работать тренером, я буквально 2 года проработал в Казахстане. Там тоже были какие-то проблемы. Мы постарались создать академию, и чтобы вот там страна большая, все раскиданы по регионам, и мало сборов у них совместно бывает. Нету конкуренции внутренней. А если не создавать искусственно внутреннюю конкуренцию, нет роста. Поэтому мы вот эту задачу с руководством решили, создали, и уже скапливались все, кто более-менее перспективные были, собрались, и вот за счет этого они выросли. Поэтому здесь тоже тренерский взгляд, и нужна здоровая конкуренция. Если нету конкуренции, нету прогресса и роста. Поэтому на сегодняшний день вот одна из задач создать искусственно эту конкуренцию, чтобы был рост. Поэтому вот эта тренерская деятельность, я в принципе 2 года отработал. Считаю, что, конечно, нельзя сказать, что я все знаю и там лучший тренер. Нет, абсолютно. Люди, чтобы стать лучшим, надо годами работать. Но на сегодняшний день у меня есть понимание, я только-только сошел с ковра, и
как бы есть понимание, что спортсмену нужно. Сам через эти все этапы я проходил, поэтому вот есть понимание, что нужно дать спортсмену, чтобы вот этот путь он смог преодолеть, вот эти сложности, этапы какие-то психологические. И ну, так как я на сегодняшний день и считаю для многих вот ребят как ориентир, как человек, добившийся, да, в этом деле, они ориентируются, поэтому они воспринимают от меня, может, эту информацию, знания как-то вот по-другому. Поэтому вот этот контакт есть, это самое главное. Если спортсмен максимально не доверился своему тренеру и нет вот этой связи, то, как правило, не бывает больших результатов. Поэтому вот самое главное расположить спортсменов, войти в доверие, чтобы они максимально доверились и уже выполняли весь объем работы и задачи, поставленные перед ними. Ну, безусловно, тем более, что вы то, что говорите, вы говорите не голословно, а, что называется, испытанно на себе. Давайте поговорим о предолимпийском чемпионате России, который пройдет в следующем месяце, как сейчас идет к нему подготовка и чего ждать якутским болельщикам. Ну, я знаю, что здесь очень такие большие фанаты, поклонники вольной борьбы. Я бы сказал, что одни из таких ярых таких болельщиков, которые ну, просто на самом деле переживают. Я много знаю моментов, историй, где человек просто продавал там скотину, ружье, еще что-то, да, предметы, которые... Но чтобы поехать и поболеть, ощутить вот эти эмоции, поболеть за своих, это многого стоит. И поэтому хочу поблагодарить всех болельщиков за то, что вот так они болеют душой, сердцем. И я надеюсь очень сильно, максимально приложу все усилия, чтобы оправдать их надежды и на чемпионате России, и, естественно, на других международных стартах. Да. Я хочу, чтобы они запаслись терпением, потому что ну, буквально за месяц-два нельзя набрать такую форму, чтобы они сейчас вышли, там все 2-3 золотые медали принесли. Конечно, они этого хотят, я знаю, но надо смотреть реально и объективно на все вещи и запасаться им терпением. И вот на цикл, на 2024 год во Франции я очень сильно рассчитываю и надеюсь, что там у нас будут медали. Какой пробы не знаю, постараемся, конечно, чтобы было золото, потому что я сам только признаю первое место, а второе, третье для меня это, можно сказать, не места. Может, для кого-то это, да, победа, но человек с того региона, где олимпийские чемпионы, ну, их с Северной Осетии, ну, много олимпийских чемпионов, поэтому для нас второе место это уже, не знаю, какое-то это там, стыдно бывает в зале даже появляться, поэтому хочется здесь тоже ребят настроить уже сегодня только на золото, только на первые места, потому что чтобы не довольствовались вторыми и третьими местами. Поэтому мы нацелены на следующий цикл, но, конечно, до этого будут и чемпионаты мира, Европы, много международных турниров. Постараемся, чтобы ребята уже сегодня психологически верили в том, что они могут это сделать. И мы, в принципе, будем над этим работать. А что касается чемпионата России, сейчас вот в Улан-Удэ мы рассчитываем ну, хотя бы 3-4 медали. Я не знаю, вот сейчас посмотрим, как ребята насколько готовы психологически. Подготовка идет здесь, сейчас подводится на Восточный федеральный округ. И ребята, у них уже абсолютно другая программа, которые уже попали на чемпионат России, у которых есть путевка, они абсолютно по другой программе работают. Они сейчас находятся в Хасавюрте на сборах, и после этого я по приезду перевезу их в Осетию и будем уже подводиться в Осетии, потому что не хочется, ребята набирают, допустим, объем работы и опять перевозить их сюда никакого смысла нету, потому что это часовой пояс, там акклиматизация 10 дней, это опять их план
весь подготовки сбивается. Поэтому я их перевезу в Осетию, там с Хасавюрта, там тоже, в принципе, климат и часовой пояс. И уже там мы будем подводиться с астинской командой на чемпионат России в Улан-Удэ. Вот такие у нас цели и задачи пока на чемпионат России. Ну что ж, будем надеяться, что все надежды, возложенные на наших борцов, оправдаются. Ну а что касается болельщиков, я вам могу со стопроцентной уверенностью гарантировать, что будет не хуже, а может быть и даже лучше. Хаджимурат, я благодарю вас, что нашли время и пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Сегодня о подготовке якутской сборной по вольной борьбе и их шансах на предолимпийском чемпионате России мы говорили с олимпийским чемпионом, многократным чемпионом Европы и мира Хаджимуратом Гацаловым. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.